Дорогие ребята, доброе утро! Меня зовут Альфия Хаматьяновна. Я преподаватель Башкирского государственного университета. Сегодня мы с вами поговорим про геном человека. Одно из самых важных свойств всех живых организмов на нашей планете, в том числе и человека, это способность передавать наследственную информацию. Что же такое наследственная информация? Под наследственной информацией мы понимаем информацию о структуре самых массовых и самых многофункциональных молекул нашего организма – белков. Именно белки контролируют все самые важные функции в организме. Белки состоят из аминокислот. Информация о последовательности аминокислот зашифрована и хранится в другой уникальной молекуле – дезоксирибонуклеиновой кислоте – ДНК. ДНК состоит из нуклеотидов. В ДНК 4 вида нуклеотидов – аденин, гуанин, тимин и цитозин. Заглавные буквы 4 нуклеотидов А, Г, Т и С составляют так называемый генетический алфавит. Эти буквы в различных комбинациях складываются в длинную цепочку ДНК, а сама ДНК представляет из себя двойную спиральную молекулу. Эта структура ДНК была открыта в 1953 году, и это одно из самых важных открытий в биологии. Как вы знаете, все мы состоим из мельчайших частичек, клеток. В каждой клетке нашего тела, где есть ядро, есть ДНК. Большая часть ДНК в клетке содержится именно в ядре. Размер молекул ДНК в одной клетке составляет около 2 метров. В ядре ДНК сворачивается и вместе со специальными белками образует структуру, которая называется хромосома. Хромосомы разные, и количество их разное у разных видов. В каждой клетке человека 46 хромосом. Половину из них мы получаем от мамы, а половину от папы. Поэтому мы так похожи на наших родителей, но при этом не являемся их точной копией. Также, помимо ядра, небольшое количество ДНК содержится в специальных органеллах, клетке митохондриях. Особенности этой ДНК в том, что они передаются только по материнской линии. Всего тело человека состоит примерно из 50 триллионов клеток. Если ДНК из всех клеток мы сложим в одну линию и замерим ее, то длина ее получится около 100 миллиардов километров. Это в 1000 раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Геном человека – это и есть наследственная информация в клетке человека. Размер генома человека в каждой клетке составляет 3,2 миллиарда нуклеотидов. Расшифрована была последовательность нуклеотидов в геноме человека в 2003 году. И при этом удивительным оказалось то, что всего лишь не больше 2% нашей ДНК кодируют белки. Некодирующая часть ДНК тоже может выполнять много важных функций. И одна из самых главных – это регуляция работы генов. Ген – это участок ДНК, который кодирует, например, последовательность аминокислот в одном белке. Количество генов в геноме человека около 25 тысяч. В каждой клетке нашего тела количество генов одинаковое, но при этом клетки нашего тела разные, и гены там работают по-разному. И контроль за работой генов также записан в нашей ДНК. Если вы посмотрите на своих одноклассников или даже на своих ближайших родственников, вы не найдете ни одного человека, который был бы точно таким же, как вы. Но только если у вас нет монозиготного близнеца. Почему же люди отличаются друг от друга? У нас могут быть разный цвет и размер глаз, у кого-то волосы прямые, у кого-то кудрявые, у нас разный характер. Или даже, например, одно и то же лекарство по-разному может действовать на разных людей. Все эти различия тоже записаны в нашей ДНК. Дело в том, что на каждые 1250 нуклеотидов в цепочке ДНК приходится какое-то отличие. Эти отличия называются полиморфизмы. Всего таких полиморфизмов в геноме человека около 2 миллионов. И их всевозможные комбинации различны у разных людей и делают нас такими уникальными и отличающимися друг от друга. Ученые исследовали генетику познавательных способностей у человека и пришли к выводу, что для развития уникальных способностей недостаточно просто генетической предрасположенности, а необходим целый ряд других условий, таких как количество и качество практики, уровень мотивации и уверенность в себе.
Поэтому, заканчивая сегодняшний урок, мне хотелось бы вам еще раз напомнить, что каждый из вас уникальный, и каждый из вас обладает какими-то способностями. Но не забывайте, для того, чтобы они успешно развивались, необходимо прикладывать немало усилий. Хочу вам пожелать сегодня хорошего и продуктивного дня и успехов в учебе.